партияның саяси кеңесінің бюросының отырысын өткіземіз бүгін. Күн тәртібінде бірнеше мәселелер бар. Оны өздерің білесіңдер. Сол күн тәртібі бойынша жұмыс істейміз. Сегодня на заседании Бюро политсовета партии Нур-Отан мы рассмотрим некоторые вопросы внутренней политики нашей партии и вопросах предстоящих выборах депутатов Мажилиса и Маслихата на местах, членских взносах, распределении мандатов депутатов в Мажилисе вместо выбывших и созыв расширенного заседания политсовета партии. Саяси кеңестің бюросы партиямыздың негізгі басқарушы органы екенін бәріміз білеміз. Оның құрамында еліміздің жоғарғы басшылығы, парламент депутаттары бар. Партия жарғысына сәйкес бюро елдегі өзекті әлеуметтік экономикалық мәселені қарайды. Бүгін біз партияның таяу жылдардағы арналған басымдықтарын, сондай-ақ ел дамуы үшін маңызды бірқатар мәселені талқылаймыз. 20 жыл ішінде партиямыз елмен бірге көп жұмыс істеді. Біздің айтып жүрген табыстарымыздың барлығы партиямыздың саяси басшылығының арқасында жүргізілген. Халықтың сенімі зор болды. Біз мемлекетіміздің берік негізін қалыптастырып, қоғамның бір тұтастығын қамтамасыз еттік. Бұған да біздің партиямыз үлкен үлес қосты. Ең бастысы, ел тәуелсіздігін баянды ету үшін бағыт-мақсаттың бәрін айқындадық. Қазіргі таңда дүние жүзінде күрделі ахуал болып жатыр. Баршаңызға мәлім. Көрші елдегі соңғы оқиғалар береке бірліктің болмауының, ортақ келісімге келмеудің салдарынан екенін де біз көріп отырмыз. Мұндай жағдай ел ішіне іріткі салып, мемлекет тәуелсіздігіне қауіп төнгізеді. Сондықтан әрдайым елдік мүдде тұрғысынан біз әрекет етуіміз керек. Еліміздегі, өңірлеріміздегі ахуалдың толық хабардармыз. Жұртшылықты толғандырып отырған мәселелерді де білеміз. Осыған көңіл аударуымыз қажет. Оған шешу үшін біздің барлық мүмкіншілігіміз бар, әлеуетіміз де жеткілікті. Жұдырықтай жұмылып бірге істейтін болсақ, біз алмайтын асу жоқ. Осы тәуелсіздіктің 28 жылдығында оны біз дәлелдеп келе жатырмыз. Бірлік, тыныштық, ынтымақ бар кезде еліміздің еркіндігіне жол ашық. Осыны жете түсінгеніміз жөн. Уважаемые члены бюро, в этом году нашей партии исполняется 20 лет. За это время Нур-Отан стал мощной политической силой среди нашего народа. В самые трудные годы наша партия сплачивала людей, политиков, чтобы работать в едином русле. Мы сохранили мир, межэтническое согласие и политическую стабильность, благодаря чему достигли, чем мы сейчас гордимся. Позволило это нашей стране вырваться из тисков кризиса, привлечь инвестиции, открыть много тысяч новых предприятий и рабочие места. Самое главное, мы удержали и укрепили нашу независимость. Если вспомнить в 1999 году, на первых парламентских выборах, когда наша партия только создавалась, мы получили лишь 31% голосов. Это был труднейший период для страны. А на выборах 2016 года уже 82% избирателей. В этом году прошли очень важные для страны выборы второго президента страны. Предложенный мной кандидат от партии Нур-Отан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев одержал уверенную победу, получив 70% голосов. Это огромное доверие, которое народ оказал нашей партии. Нам с вами, мы за это выражаем благодарность и членам партии, и нашим избирателям. Поддержка казахстанцев говорит о том, что в целом мы движемся правильным курсом. Однако перед нами стоят новые сложные задачи. Мир вокруг нас изменился, даже по сравнению с прошлым 2018 годом. Соответственно, меняется общество. Казахстан, как и другие быстро развивающиеся страны, столкнулся с ловушкой среднего дохода. С этим столкнулись многие в свое время. И Малайзия, и Южная Корея, когда 12-13 тысяч долларов на одного человека достигается ВВП, и вот что-то останавливается. Мы должны пересилить. По всему миру отмечается стагнация доходов среднего класса. Негативное влияние мировых трендов. Мир
входит в эпоху турбулентности, экономической неопределенности, усиливается трение между крупными державами. Это вызывает, естественно, страх у людей, неуверенность в завтрашнем дне. В этих условиях мы должны продолжать двигаться вперед, своевременно отвечая на новые вызовы, растущие запросы наших граждан. Несмотря на трудности, нельзя терять из виду главную цель, обозначенную в стратегии до 2050 года. Войти в тридцатку развитых государств, то есть поднять качество жизни казахстанцев до уровня продвинутых стран. С этого пути мы не должны сходить. Чтобы этого добиться, в первую очередь нужна стабильность, единство и, самое главное, трудолюбие всех казахстанцев. Каждому из нас нужно это понять. Этот путь проходили все страны тридцатки, которые сегодня там находятся. При этом лидерство партии обеспечивало строгой внутрипартийной дисциплиной, ответственностью, выполнением обязательств перед избирателями, способностью постоянно адаптироваться к требованиям времени. Нам нужно внимательно изучить этот опыт других стран, чтобы лучше меняться самим. Мы поставили цель до 2050 года обеспечить преемственность выбранного стратегического курса. Для этого наша партия, во-первых, должна консолидировать общество, цементировать единство политического руководства страны. Когда есть внутреннее единство, согласие, тогда будет и развитие. Во-вторых, нужна четкая партийная идентичность, строгая дисциплина, ответственность исполнительной власти. Впереди нас ждут в соответствии с Конституцией важные выборы в Маджлис. Согласно внесенным в прошлом году поправкам в законодательство, следующие выборы маслихаты впервые пройдут по партийным спискам по аналогии с выборами Маджлиса. Этот успешный опыт большинства европейских стран. Такая модель повышает требования к партиям, их ответственности перед избирателями и народом. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня надо начать подготовку к предстоящей электоральной кампании. Мы видим и слышим активных граждан, которые начали выступать своими предложениями, блогеров всех видим. Если они болеют действительно душой за нашу страну, мы их приглашаем работать совместно, чтобы осуществить их идеи в рамках партии Нур Отан, реализовать свои идеи. В оставшееся до выборов время Нур Отан должен максимально активизировать свою деятельность, в первую очередь в регионах. У партии есть все необходимые рычаги, инструменты для решения проблем, волнующих наших граждан. Приняты необходимые программы и планы. Задача партии – эффективный общественный партийный контроль, качественное исполнение всех обещаний, которые мы дали народу, реализация 5 институциональных реформ. Предвыборные программы партии до 2021 года, программы избранного президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Все они направлены на улучшение жизни казахстанцев. Мы должны дать нашим гражданам уверенность в будущем. Мы всегда это делали и сделаем сейчас. Об этом в ближайшее время более подробно поговорим на расширенном заседании политического совета с участием фракции, членов правительства, руководителей филиалов. И рассмотрим, как выполняются программные документы, а также поручения.